Хлыбзиақәа ҳтелехәаԥшцәа. Аԥсуа телехәаԥшра иацнаҵоит Аԥсны ахада иалхрақәа ирызку адырраҭарақәа. Ари амчыбжьазы ишәыдаагалоит иҿыцу ателехәаԥшратә формат. Ишиашо ицо адырраҭара иалахуп Аԥсны ахадарахьы акандидатцәа, урҭ рхаҭыԥуаҩрахь акандидатцәа, иара убас Аԥсны амассатә информациатә хархәагақәа русзуҩцәа. Уахатәи ҳастудиа асасцәа, аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат ар аинрал Мераб Кишмариа, уи ихаҭыԥуаҩрахь акандидат Саид Лолуа. Иара убас ишәсырдыруеит ҳдырраҭара иалаху сколлегацәа, ажурналистцәа. Манана Гургулиаԥҳа, аинформациатә маҵзура Аԥсны пресс аиҳабы. Алхас Чхамалиа, агазет Аԥсны. Русудан Барганџьиа, агазет Республика Абхазия. Изида Чаниа, Арсмира ахантәаҩы. Елена Заводская, агазет Эхо Абхазии. Бзиала шәаабеит Мераб Борис-иԥа, Саид Юра-иԥеи. Абзиара шәымаз сколлегацәа, ажурналистцәа. Аԥсуа телехәаԥшреи, иара убас Аԥсны алхратә комиссиа ахадеи ааилацәажәан, сааҭк маҷуп ҳәа изырԥхьаӡеит, избанзар ҳдырраҭара иалаху рхыԥхьаӡара рацәоуп азы хәыҷык рҽдырҭбааит. Сааҭк анҭыҵ ҳәа иҟарҵеит, сааҭк ҩажәа минути ишиашо ицо аефир аҿы аус ҳаулоит. Сара шәымаҵыс азин сышәҭозар, раԥхьатәи азҵаара сҭиуеит. Ана сҩызцәагьы шәаргьы ишәоуеит уҩыза алшара. Мераб Борис-иԥа, шәара атәылахьчара министрс шәыҟоижьҭеи уажәшьҭа бжь-шықәса инареиҳауп. Иарбан еиҭакрақәа убри аамҭа иалагӡаны Аԥснытәи арбџьармычқәа зхысыз? Бџьарла еиқәшәоума? Афицерцәа рпрофессионалтә ҩаӡара зеиԥшрои, аҵара абарҵо, асолдатцәа фатәыла, рышәҵатәы уҳәа, абри Аԥсны арбџьармычқәа иахьатәи рҭагылазаашьа зеиԥшро ҳзеиҭашәҳәар сҭахын. Ҽазык еилыскааит азҵаара иашәҵаз арганахь иаҳҳәозар, ҽеиҭакрақәа рацәоуп. Сара ҩынызқьи бжьба-шықәса рзы инаркны сахагылоуп. Абри ҩынызы бжьба-шықәса инаркны аҽаԥсахақәиуа даараӡа ирацәоуп. Аҵара аганахь алам, араҵара аганахь алам, асолдатцәа рганахь алам, иара реформа изышьҭоу аганахь алам. Избанзар ҩнызқьи ааба-шықәса абри Кәыдры хҭыс аналаз ашьҭахь инаркны ар ҽакала иҟаҵан, урысшәа илҳәозар ҽа штатк. Ҳцеит, убри аштат ихәҭоу ауааижәлар рықәҳаргылоит. Иахьа иуҳәоз апрофессионал офицерцәа, профессионал сотрудникцәа, ҵара змоу Урыстәыла иалгаз даараӡа ирацәоуп, ханижәаба процент ҵара змоу арраҵара иалгаз роуп иоуп ҳәамдада еибашьқәаз аҷкәынцәа, избанзар урҭ рыдагь ԥсыхәа ҳамаӡам, аибашьра иахысыз, аибашьра атәы макьаназы иҭахуп ҳахәганоуп. Бџьарла шәеиқәныхума, ҳақәлар ҳшәыхьчарҭә еиԥш? Бџьарлак ҳақәшәоуп. Абри абыжьбатәи абаза игылоу Урыстәылатәи ҳара иҿкааны иҳамоуп. Ӷаҭ ҳақәлазар ҳаидгылан ишааҳцаша, иахәҭоу абџьаргьы рацәоуп, иаҳзымҳәо абџьаргьы ауп Аԥсынтәыла иахьгылоу иҳәара аҭахым, избанзар изҭаху илырдырны иоуп. Ҳаиқәшәоуп. Техника аганахь ала ҳаиқәшәоуп, хәыҷык иажәызаргьы иҳамоуп абниабазаҿы иргылан, абри аргыларақәа ҳалгарагьы, убри атехника ҿыцгьы аҭыԥаҿы иҳаргылоуп. Мераб Борис-ич, шәара ишәмаҳацкәа шәыҟам ацәажәарақәа, аԥсуа ар хыԥхьаӡарала акыр идырмаҷит ҳәа. Аусура иамырхыз рацәаҩуп ҳәа, шәарҭарак ҟалар ҳзыхьчода ҳәа, абас ацәажәарақәа ыҟоуп, абри аҩыза агәаанагара иахышәҳәалои. Уи ацәажәара аԥс исаҳауеит, аха ацәажәара иҳәар илшоит издыруа. Ахҭыс ицо арра аганахь ала. Уи харантәи уахәаԥшны ԥыхьа ишааз еиԥш иоуп ҳәа ус узҳәом. Ԥыхьа иааз аасҭа изеиӷьу убри ауп, избанзар иаҳа амч, иаҳа ҟәрышьла, иаҳа иқәшәахеит. Уи ԥыхьа иааз аминистрцәа ирылымшазар, избанзар уи аамҭазы аибашьра цон. Сас ҟалеит, шықәсык ауп абри аибашьра атәы ицоз аус уаанӡа. Министрцәа Ацхаџьымба иоум, Ешба иоум, Мқанба иоум, Сасналиев иоум, ианааз усҟак алшара амаӡамызт Аԥсынтәыла абри ар аганахь ала аиқәыршәа. Избанзар
ورستونخ غانا خالق سخاغا цхра хамазан хамаза техникой абджеркой гехкохозрари айбишнани газусабу хабривизки абашуса нергнах пшимранала ирацуня харти уртаназ дараз джабар уртаназ айбишерги схуцрагун ара гана хала схуцрагун خلقشلا بسرقة عزوزك في بالشود أختص كويتسكوز قال أنا خيام أقول أنا خيام ناس ينزل بالديفيرسي سانارت زاشتك ويا حي ماشخي زمازر خبشم رنا لاشتك ورسبلا بازا درجوا حي ماشوا خيدي حمشخوي أرجع حي ماشخي ثار ويا حرات أخزار بزبازر عر خب خزار زار بخز أبريواج وريكون خو абсентула отделился, территория была. Я хотел, брехта на ипхезоб, эксперт федеркно, урстуа ганахал, ахта ганахал, я хабхезез, авайгор ганахал, ара ганахал, я хто, исход. Исход ви ариха харай харак зугугу, а резерве жио коро. Из маза учения подсод, бре ахоср карганахалом, ورسل حضر взаимодействие с 7-й российской базы, Георгий Бризик Ахсод, Сгуяна год, я шартера убриагана хавахиазам ар, и шохто пшихьёб, агат хаква. Ар харис хам убриагани и гана хава вилара, мана ница, чемешуркок алара би Ариача глара пар гана хавакум, бри стихини бесту, что бри схана Ахсод. Я усаджу حرب زين بحامة بحرا عارض برسان في زراعة خلزو عارض زراعي ورطة عارض زراعي ورطة يسشوك سيوا يشوختو زعاقتو عارقانا خلا يال هرقود ويادا يورس طلع زراعة زود يسشوك سيجوك بيجو يالغانياوي وياغانا خلا ريار يخيام هيتشيم هوز حزوم رفض غانا خالي ماشالب رشتار تاغانا خالي ماشالب يمان شالم ابري ارغور وبري احنا пацаны нее поберустли харе ярос яла год ارغور بزي خد زغيانا год и احنا пацаны хет وبري حزازر ابري техник ارغور хамон я база ارغور не хама харче ارغور техника джитсоп дарзи мешал. Я важно шартер, гана хел, ара гана хел яз. Илгавсу Сара так сахает, коллеги, вы можете подключаться к беседе. И надеюсь, наш вице-президент скучать не будет. Ну, поскольку речь касалась армии, то я бы хотела задать вопрос. В вашей программе достаточно много внимания уделяется реформе в разных сферах жизни, но в том числе и в армии. Вот нужна ли реформа в армии и как она вам видится? И еще в связи с этим вопрос. У нас в один период очень много говорилось о переводе армии на контрактную основу. Как вы относитесь к такой идее, насколько она возможна, насколько она рациональна в наших условиях? Знаете, реформа армии это уже идет у нас, и идет уже с 2008 года. Но реформа армии заключается в том, что это, понимаете, это не то, что реформа армии, некоторые думают, что вот количество добавилось, там, знаете, вот так это. Там и зарплата должна быть, там и новая техника должна быть. Все зависит от кого мы прекрасно знаем. В том числе и надо иметь денежные средства, которые в бюджете должны находиться для обеспечения этих войск. Конечно, идет. Сегодня не та армия, которая была раньше. Сегодня это мобильная, малая, но мобильная, надежная. Есть у нас резерв, который заложен резерв, в случае чего мы можем противостоять любому врагу. Конечно, взаимодействие с российской базой, 7-й базой, которая отработала этот вопрос. Безопасность Абхазии, не то что абхазская армия, есть и российские военные базы, которые находятся, в том числе пограничники, которые в любой момент они готовы отразить любого. А то, что вы второй вопрос... По поводу контрактной основы. Контрактная основа. Знаете, мы перейдем к контракту, конечно, само собой. Но мы сейчас готовим специалистов в российских военных училищах, и у нас СВОК, вот то, что находится в военных училищах, готовим для тех офицеров, профессионалов. Со временем надо переходить к контракту. Понятно. Мы сейчас при реформе сделали, раньше если служили 2 года, уже служат 1,5 года. Мы улучшили удовольствие денежное 3 раза, чем раньше. Само собой, другие вопросы идут. Но есть городки, которые я уже говорил на абхазском языке, который подписан договор с российским Министерством обороны, который
будут строиться городки, военные городки современные, не то что старые. Вот у нас городки, вот сейчас это 50-х годов, 60-х, где дислоцировались советские войска, так будем говорить. И, например, очень вчера воинская часть находится в здании школы, раньше нам школа. Ну, не соответствует это требованию, понимаете? Все идет к улучшению, все это будет сделано. Но контрактная служба, это должны быть профессионалы. Их тоже надо готовить. А брать с улицы мы не собираем. Чтобы их готовить, это надо материальная база и учебный центр, где они должны. Со временем мы в любом случае перейдем. И будем делать, и в программе у нас есть, что у нас будет профессиональная контрактная армия. Все, вопрос есть? Есть, да, конечно. Конечно. Давайте. Ну, я, если можно, сразу попрошу дать вам оценку деятельности ЦИКа вот в этот предвыборный период. Все ли вас устраивает, довольны ли вы работой ЦИКа? И как бы это важно сегодня понять, для того, чтобы 25-го у нас не было проблем. Такой вопрос. Нет, довольно вы имеете в виду насчет как работы. Как вы оцениваете деятельность ЦИКа, работу ЦИКа? ЦИКа, это не я должен, есть исполняющий обязанности президента, есть парламент, который будет наблюдать. Мы, конечно, прослеживаем, но мы сейчас не можем какие-то меры, мы можем только заявить, что вот какие-то нарушения. А в ЦИК там сидят профессионалы, тем более люди, которые уже с опытом. С какими нарушениями вопрос, тогда другой вы вопрос. Вы понимаете, я понимаю, о чем вы говорите. Да, есть некоторые замечания, мы замечаем, кому в угоду что-то делается. Но если мы хотим провести выборы как положено, честно, так требования ко всем должны быть одинаковые. Если мы подписываем договор о подкупе от других, это должно прослеживаться. Кто-то же должен произойти, ЦИК и другие. Сегодня то, что идет процесс, ведет к тому, что может произойти что-то не то. Это тоже мы видим. Мы уже заявляли насчет подкупа, насчет других вопросов. Но понимаете, все зависит от нас. Имеется в виду от избирателей, от тех людей, в том числе от вас, журналистов, чтобы вы открыто говорили, где что происходит. Тогда будет честный выбор. И если не будут честные выборы, я думаю, что эти выборы будут очень ужасны. Я просто предполагаю, что любой человек, который честно хочет избранный быть, и избиратели хотят честного президента, имеется в виду. Если мы сегодня начинаем деньгами раскидывать и подкупать избирателей, сами уже создаем коррупцию, правильно? В дальнейшем будет, ЦИК не может все эти вопросы прослеживать. Но есть те люди, избиратели, честные, которые должны следить и фактами, а не разговором. А то приходят, жалуются, к нам приходят, вот вы видите там это, то, а фактов нет. А если даже есть факты, люди боятся говорить. Не надо бояться. Вот за это говорю. А то, что может произойти или нельзя произойти, это все зависит от нас. Если я, другой, третий, честные выборы пройдут, то, конечно, а ЦИК, председатель ЦИК и члены ЦИКа, они люди опытные. И они должны знать, к чему может привести. И они будут нести ответственность. Я думаю, что требования, которые были раньше... Но сегодня очень много говорят о проблемах со списками избирателей. Вы сталкивались с этими проблемами? Проводили ли вы свой мониторинг по этому? Ну, я смотрел список, я помню, о чем ты говоришь. Я вижу, там числится, то есть значится человек, который 1900 года рождения. Неужели вот эти все года, вот эти списки спускал, он члены ЦИКа не рассматривает, как это понять? Есть те люди, даже, которые, знаете, уже давно выехали. Есть те люди, которые умерли. Что. Но пока за 10 дней, как я понял, они будут уточняться. Но будут уточняться, я сейчас рано об этом говорю. Когда за 10 дней, это, и если это повторится, конечно, другое. И еще гальский вопрос, то, что стоит в списке, который непонятно, как они будут составляться. Там есть русские, абхазцы, те, которые вообще в списке не попали, взяли паспорта. Ну, это, знаете, такой период попал, это все происходит, когда досрочные выборы, а тот вопрос паспортизации, который не дали. Вот видите, здесь надо быть аккуратным. Опять же, все зависит, правильный вопрос, я считаю, то, что требования ЦИКа будут очень большие. Но я еще раз говорю, профессионализм и председателя, и других членов ЦИК, и допустим тому, чтобы был какой-то, о чем говорю, вы прекрасно понимаете. Я думаю, что они разумно отнесутся. Нет, так, конечно, будут люди недовольны. Будет то же самое, то, что и раньше. Когда честные выборы пройдут, и действительно списки будут соответствовать, и другие вопросы не должны. Просто поднял руку, поздоровался, ушел. Если я буду знать, что он подкупом занимается, избиратели, начинается там со списками, левыми этим, конечно, я с ними не буду здороваться, и это как бы, да,
как бы народ может пожелать, ну, надо поздравить, понятно, а какой душой, с каким сердцем, это... Есть ли у вас сегодня факты конкретные подкупа избирателей? Или это вот только по слухам? И направляли вы в Генпрокуратуру какие-то претензии по фактам подкупа избирателей? Мы Генпрокуратуру мы заявляли об этом. Если я заявляю как кандидат, Генпрокуратура и другие должны уже уголовное дело заводить. И должны брать с нас допросы и другие. Вы понимаете, о чем разговор. Пока только разговоры. А то, что идет подкуп и что делается, мы прекрасно видим. Но видите, народ абхазский, как бы проживающий в Абхазии, как бы к этому относится, как вот, знаете, ну, как бы терпеливо. Но это терпение может, знаете, один день лопнуть. Я еще раз говорю, любой кандидат в президенты, который занимается подкупом и другими вопросами или подлогом, приведет к тому, что произошло ранее, когда были выборы. И опять же будет. Но тогда, если удачно пошло, на этот раз, я думаю, что надо к этому готовиться и быть честным, предельно открытым. Вот весь вопрос. А вести себя нагло, что я не занимаюсь, докажи, где что. Мы все видим, все видим. Нужно к другим вопросам перейти, короткие, чтобы были ответы. Вот сегодня вы подписали общественно-политический договор, в котором сказано о том, что он с одной стороны ни к чему не обязывает кандидата в президенты, а с другой стороны там сказано о том, что вы обязаны будете вот это некое обязательство выполнить целый ряд пунктов. Поэтому мой вопрос и к кандидату в президенты, и может быть кандидату в вице-президента. Там указаны совершенно конкретные сроки выполнения очень важных и таких, если хотите, можно сказать, стратегических задач. Насколько это выполнимо? И вот с каким чувством вы подписывали подобный документ, в отличие от, допустим, договора, который предлагала вам Общественная палата и который тоже был подписан? Давайте кандидат в вице-президент ответит, а то получается, что все вопросы на меня, как Пожалуйста. бы, более конкретно знает. Тоже будет все до вас. В этом общественно-политическом договоре он носит больше декларативный характер. Там есть ряд положений, с которыми невозможно согласиться. Вы же его подписали, да? Подписали мы его с оговорками. Мы эти оговорки обозначили. Расскажите нам об этих Вот, оговорках. пожалуйста, Есть, потому что мы есть, писали допустим, без пункт оговорок. о том, что признать собственность в Абхазии, которая за последние 20 лет была несправедлива и незаконно передана, то есть ее национализировать. Ну, давайте будем реалистами. Слишком обобщенное восприятие отношения к собственности. Да, у нас, по большому счету, большинство объектов, они не приватизированы, находятся в аренде. Есть объекты, которые были приватизированы. То есть какие критерии применять, как на практике воплощать этот пункт, для меня лично не совсем понятно. Потому что есть за, казалось бы, такой благой целью всегда будут подводные камни. Боюсь, что подводные камни будут очень острыми. И, по сути дела, идя к воплощению такой красивой, казалось бы, идеи, можно наткнуться на очень большое препятствие, которое может быть катастрофическим для абхазского общества. Поэтому нужно проявлять разумный подход. Тогда можно вам сразу такой камень подсунуть, можно сказать, даже булыжник. В ситуации с гостиницей «Абхазия», которая была продана много лет назад, совершенно не выполняются условия, которые были оговорены договором. И эта вот гостиница каким-то образом зависла, и мы даже не можем понять сегодня, кому она принадлежит. Перепродана она еще раз, или она осталась в руках того собственника, который ее купил. Что делать с такими объектами? Я вас понял. И это касается не только гостиницы «Абхазия», как вы заметили. Есть очень много объектов, заросших колючками, земельных участков, которые гостиница «Абхазия» просто знаковая. Под вывеской «занято». Да. Не, ну земельные участки находятся в аренде. Гостиница «Абхазия» проданный объект. Насколько можно объект частной собственности отобрать? Понимаете, только что потому, касается что гостиницы договор? «Абхазия», да, то это витрина. Витрина, до сих пор открытки есть, где она еще когда была целой. То есть это образ Сухума. Ну, если можно сказать, наш Кремль, да? Картинка, с которой ассоциируется город. Соответственно, я не знаю, какие именно пункты в договоре были, да, то есть какой-то наверняка момент есть по охране памятников архитектуры, коим она является.
И как это прописано там, то есть я, к сожалению, не владею информацией, но чисто гражданская позиция, и не только гражданская, то есть такие объекты, они должны быть, они должны двигаться. Если там надо посмотреть, какие проблемы, что препятствует ее реконструкции, то, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы город украшала снова эта жемчужина, да, на нашей набережной, это очевидный императив, это нужно воплощать в жизнь. Что касается других объектов, которые находятся, большинство все-таки находится в аренде, и они не используются. То есть вот это вот наша клич занята, которое очень слово хорошо понятно в Абхазии, да, за последние 20 лет. Нужно смотреть и решать вопрос. То есть если человек не пользуется, не использует объект, не предпринимает никаких усилий, то, наверное, государство должно по-иному посмотреть на решение этого вопроса. И, по сути дела, насколько я знаю, во многих договорах аренды, в принципе, всегда прописывался пункт, какие сроки, что человек должен сделать с тем или иным объектом недвижимости или еще чего. Но, то есть нужно все-таки придать импульс этому движению, нам необходимо, чтобы у нас не было собак на сене. То есть мы должны действовать. Я думаю, в этом направлении, в законных рамках, да, не махновщину разводить, а в законных рамках это надо развивать процесс. Я перебью, потому что потом многие вопросы останутся неозвучены, поэтому, если возможно, короче. Я назову тебя. Мира Борисович, у меня к вам вопрос. Вот в связи с использованием армии, да, в каких-то гражданских ситуациях, я хотела бы спросить у вас, вот вы говорили в интервью для «Эхо Кавказа», что во время событий майских в Абхазии экс-президент Александр Анкваб отдавал такие приказы, за которые бы люди ему не простили. Если можно, поясните ситуацию. Сегодня она волнует очень многих. Все спрашивают, что это были за приказы. Если можно, в чем была тогда ситуация и проблема? Спасибо. Можно дополнение вопрос, поскольку у меня тоже был вопрос по этому интервью. Вот вы дали одно интервью «Эхо Кавказа», в котором достаточно резко высказались по поводу экс-президента и ситуации. И другое интервью «Кавполиту», где все-таки ваша точка зрения такая несколько более сглаженная. Вот, знаете, что где... если я говорил, то буду и говорить. Если я не говорил, то не буду говорить, о чем я не говорил. Да, знаете, много вопросов, и каждый хочет из меня вытащить что-то. Но я должен говорить, как если я министр обороны Абхазии. Я не этот министр культуры, который как клоун буду, артистом буду. То, что есть, то и говорю. Какие команды он давал, что давал. Армию он не давал, чтобы передвигаться или где-то что-то, чтобы армия. Армия была в казарменном положении. Мы прекрасно понимаем, Министерство обороны, и первый зам, и начальник штаба прекрасно понимают, куда армия применяется, с какой целью можно применить. Кто бы ни был, если даст какой-то приказ против народа, мы не выполняем этот приказ. В любом случае, это народная армия. Так что, знаете, что армия применяется при внешней угрозе, я уже говорил, правильно? И внутри есть какие-то стихийные бедствия. У нас стихийных бедствий не было, правильно? У нас было, то, что вы видели. Что было? Один говорит, революция была, другой говорит, как бы захват власти, третий говорит, захват зданий. Давайте будем, эта история разберется, что там было и как произошло. Каждый выдумывает по-своему, каждый какие-то это. Знают те, которые участвовали, которые там находились и прекрасно знали. Есть у нас спецслужбы, прекрасно не знают. От чего это произошло? Есть же, правильно, спецслужбы есть. Есть кандидат, который президент, который должен знать и говорит народу правду, правильно? А что это? Потому что это его служба. Я не занимаюсь. У меня контрразведка, это те, которые люди занимаются там какими-то другими. А внутренними вопросами я не занимаюсь. Что было и какой приказ был, знаете, я один раз сказал, я не буду на эти вопросы. Если не было команды такой, не было никакой команды в отношении того, чтобы там против народа что-то сделать. Вот весь вопрос. А то, что каждый может по-своему писать, где что говорит. Как было, что было, эта история покажет. И мы не будем настраивать кого-то что-то против кого-то что-то ради достижения своей цели. У каждого, я понимаю, у вас есть свои симпатии к какому-то кандидату, и как-то его украсили, это что-то. Вы понимаете, надо правду говорить. От того, что там я скажу сейчас, знаете, вот там Хаб дал такую команду, там это где-то что-то, и буду сейчас это. Что не было, то не буду говорить. А какие команды были, есть, мы люди военные, есть секреты, которые нельзя разглашать. Я как министр обороны говорю. И знаете что, я еще раз говорю, насчет Анкваба. Много вопросов в Москве, когда мы находились были. Я не собираюсь с человека труд, то, что сделал, ну, человек много сделал, правильно?
Человек много построил, человек много. Но та команда, вокруг которой, в том числе, не смогли полностью как бы народные требования выполнить. Просто народ требовал, знаете, что вы же прекрасно знаете, что требовал. Смена правительства, потому что там находились правительства некоторые, которые действительно, не имея авторитета никакого, и в этой команде пользуются тем, что АМКАП там такой, и пришлось ему это в руки взять все. Ну, как царь, вот будем так говорить. Но опять же команда виновата, я считаю, потому что команда, когда, ну, есть у нас и абхазский, так, твой, мой родственник, там где-то что-то, где-то в команде сидит. Я прав, Гизита, правильно? Нет, но мне все равно непонятно, Нет, почему непонятно. главнокомандующий скрылся на территории российской теперь я военной дойду базы, до, хотя знаете, бы не на... дайте я доскажу главком. Пожалуйста. Как было, что было. Там были ребята и ГСВО, и другие лоловские ребята, вот, которые действительно... Я знаю этих ребят еще, Лолу, ну, министр, сейчас исполняющий министр МВД, и вот в то время он командовал, знаете, каким подразделением. Все ребята были наготове, как бы это. Но не было приказа, чтобы применить оружие или что-то еще. А то, что мне было дано команда, это слухами. А точно, как было, это я знаю. Ну, не расскажите, да, мы так понимаем. Знаете, что... Не расскажите. Рассказать можно, я еще раз говорю, я не в Министерстве культуры работаю, чтобы рассказывать и клоуничать, или что-то, чтобы ради угоды кого-то, чтобы посмеяться или что-то еще. Будем говорить, история разберется как. Человек много сделал для Абхазии, мы должны оценить. Но то, что не доделал, те ошибки мы не должны повторить. И при подборе, правильно он сказал, кандидат в вице-президента, на конкурс основе те, которые должны быть и министрами, и другими. И мнение народа надо слушать, и мнение общества. Не то, что там мои сторонники. Вот что нас губит. Мои сторонники. А остальные кто? Это не народ, не президент. Как бы это, как понятно. Вот что нас погубило. Надо говорить мой народ. И к народу надо выходить, общаться, и с ними пить, и кушать, и другой третий. Вот что нас погубило. Знаешь, осторожничать и прятаться от народа, и как бы недоверие, как-то, вот к чему приводит, я считаю. Мираб Борисович, смею вас перебить, но тем не менее ваши оппоненты говорят, что если бы вы вмешались бы в тот день, когда происходили эти события, то ситуация изменилась бы кардинальным образом. Каким образом? Вот я хочу понять, я вмешался, я находился там до конца, все прекрасно видели, как я себя вел. Знаете, что есть ошибки, которые совершены бывшим главкомом. Когда такие случаи происходят, не надо министров закрывать, какие-то совещания. Каждый министр должен находиться с народом или со своими подразделениями, где они находятся. К сожалению, мое подразделение не находилось там. Они находились, еще раз говорю, в казарменном положении. Ни один солдат. Я и 4 человека. Я как мог вмешаться? Выйти, каким путем, он просто спрашивает. Да, у меня были ребята, претензии предъявили мне, что ты мог бы это сделать. Я думаю, они апеллируют тем, что вот несколько месяцев назад вы давали интервью, когда была, помните, тоже обостренная опять ситуация. Надо было выступить, да? Я не знаю, я просто спрашиваю, это уже вам решать. Я Может, еще раз вот говорю, я министр обороны, вот некоторые, когда говорят, он не разговаривает, не это. Я буду разговаривать, когда на другой должен. А министр обороны, я это еще раз говорю, не клоун, не балаболка, который должен каждый день показывать, на что он способен. Министр обороны, это человек должен, который заниматься обороной. Где-то что, а выступать, честь кого-то защищать. У нас, еще раз говорю, у меня народная армия, у Абхазии народная армия. Так что я... Хорошо, долго озвучиваем этот вопрос, может, на другие темы перейдем. Просто можно все-таки поставим точку в этом вопросе, Мираб Борисович. Значит, вот сегодня буквально выложили в социальной сети, значит, ну, какая-то информация, наверное, это слух о том, что как будто экс-президент давал приказ вывести на улицы города танки вот во время майских событий. Прокомментируйте, пожалуйста, вот этот слух, эту информацию, как вы. Во-первых, танковая часть у нас дислоцируется не в Сухуме, а в другом месте. Пока танки придут, и действительно, если танки пошли бы, народ меня не помнит, правильно? Они не доехали бы, правильно? Будем так говорить. Как это? Танки идут, и пошел слушок, и танки пошли бы, да? А какие были даны команды, я еще раз говорю, мы уже разговаривали с вами. Я не буду комментировать. Не было такого, чтобы танки против народа где-то что-то. Были разговоры кое-какие, ну, которые, знаете, есть которые выполняются приказы, есть которые действительно... если сегодня вопрос станет за то, что я не выполнил какие-то приказы, я могу ответить на это.
А те спецслужбы, которые там должны были находиться и заниматься этими вопросами, имеется в виду, вот они пускай думают. Они давно знали, что назревается этот вопрос и какие требования были у оппозиции и у народа. Правильно? Давно этот вопрос стоял. Об отставке правительства, паспортизации и другие. Я не приветствую там паспортизацию, то, что массово где-то, что есть моменты, которые комиссия работала, но есть другие вопросы. Но опять же, мы, те люди, которые на должностях находились вокруг него, та команда, мы сделали такие ошибки, которые привели к этому. Давайте будем отвечать всем вместе, в том числе и я. Если где-то что, разберутся, я еще раз говорю, есть время разберутся, если я в чем-то виноват, я готов понести на наказание. Если позволите, можно вот как бы 27 мая, понятно, майские события всех очень волнуют, но все-таки я бы хотела, чтобы мы ушли немного в будущее и поговорили о том, как вы видите многие процессы. Сегодня очень много говорят, востребована тема реформирования системы власти. Я понимаю, что в рамках вот сегодняшнего эфира мы не успеем поговорить обо всем, но хотя бы пунктиром, какие, на ваш взгляд, лишние у президента полномочия? И потом как бы я вице-президенту тоже по этому поводу, если можно. Давайте пускай кандидат в вице-президенты расскажет, потому что он изучал, я изучал, он более в курсе этого дела. Ну, давайте, вы расскажите, какие у нашего президента полномочия были лишние. Со стороны виднее, поэтому кандидату на пост вице-президента, наверное, лучше видно, какие полномочия у президента лишние. Были. Ну, во-первых, мы об этом не раз говорили, у нас большая проблема с судебной системой. По сути дела, вопрос негласно назначения судей. Вы говорите о судебной реформе, а да. мне вот сейчас конкретно интересно, какие вот полномочия ваша команда, президентские полномочия, готова делегировать кому-то, там, допустим, парламенту, в связи с чем связаны эти полномочия? С назначением, с кадровыми вопросами? Вот кадровые вопросы мы уже проговаривали, готовы это было до эфира. В открытом формате решать, да. То есть какие-то позиции, да, которые имеют общественную значимость. Кадровые замещения решать на конкурсной основе. Для этого есть специалисты по кадрам. Можно привлекать независимых специалистов, проводить кадровые конкурсы на замещение тех или иных вакансий. То есть можно все делать в открытую и не бояться. Не бояться, что в команде будет человек, который вот действительно профессионал и высококвалифицированный, и личность при этом. То есть вы хотите сказать, что вы готовы объявить конкурс, допустим, на должность премьер-министра? Ну, премьер-министр все-таки специфическая должность, да, но подходить открыто к назначению некоторых министерских должностей, заместителей министров, начальников управлений или отделов, в этом не вижу никакой проблемы, наоборот, может быть здоровым импульсом, потому что у нас, по сути дела, за кадром остаются вне поля видимости достаточно много профессионалов, которых здесь не видно. Они работают в России или даже за границей, где-то в Европе. Ну, а давайте вот как бы вот очень много говорят о должности вице-президента, да, это если мы заглянем в Конституцию, то он выполняет отдельные поручения. Отдельные поручения замещает президента до периода его отсутствия. Да, вот пусть не будет как бы у вас случая, когда вы будете замещать президента, но вопрос почему, если в отпуске будет, почему нет? Ну, я глобально имею в виду, Нет, да. Вот, как бы, ну, вот перебили вы меня сейчас. Мне интересно, в чем смысл вашего должности вице-президента вы видите, и вот в каком качестве вы готовы себя реализовать в должности вице-президента, или эту должность нужно ликвидировать? Ну, изначально, когда с Миробом Борисовичем был разговор о старте в этой кампании, его любезное предложение, на которое я не мог не согласиться, для меня большая честь рядом с таким человеком оказаться вместе. Изначально было оговорено, что Мираб Борисович видит собой человека на посту вице-президента, который будет компетентен по многим вопросам. То есть вы не считаете, что ее надо ликвидировать, эту должность? Я думаю, что нет. По крайней мере, функциональное назначение. Ну, вот в таком случае, если не ликвидировать ее, по нашей Конституции президент является главой исполнительной власти. И при этом у нас есть должность премьер-министра, как первого министра, который вот руководит работой правительства. Вот как вы думаете, может быть, имело смысл, чтобы президент был действительно главой исполнительной власти,
а не так, как сейчас происходит. Это один вопрос. И вот в дополнение к тому, что говорила Изида. Сегодня у нас очень много дискутируют по поводу того, какая нам нужна модель президентско-парламентской республики, парламентско-президентской республики. Говорят о парламентской республике. Вот как вам видится вот этот вопрос о кандидату в президенты и вам? Как вам видится вот модель государственного устройства в нашей стране? Можно я продолжу, раз я уже коснулся этой проблемы? У нас очень много говорят, и отчасти я понимаю, что это во многих случаях связано с красивым предвыборным лозунгом. Дело в том, что невозможно так по росчерку пера ежеминутно раз и поменять систему, поменять форму управления. В наших условиях, когда мы только формируемся, делаем первые шаги фактически на пути становления государственности, и уже обозначен вектор, что у нас президентская республика, переходить на парламентскую форму управления, делегировать часть парламенту, для этого нужно иметь очень крепкую политическую систему, иметь очень крепкое гражданское общество. Мы уже говорили об этом, у нас количество партий иногда превышает количество членов этих партий. Такое явление тоже есть. То есть политические партии должны быть полноценными институтами. Не просто создаваться там под какие-то избирательные кампании, какие-то объединения, которые потом забываются за ненадобностью или реанимируются через следующие 5 лет. А реально, когда у нас будут партии, которые будут отображать интересы не только узкой группы лиц, материально в чем-то заинтересованных или имея просто свои личностные политические амбиции, а когда будут отображать интересы народа, когда народ будет жить активной политической жизнью, а не смотреть только, какой кандидат им больше нравится, говорит лучше или выглядит лучше, у кого костюм красивее, а реально оценивать людей по каким-то другим более важным достоинствам, тогда мы можем говорить уже и о дальнейшем переходе. Но мы за эволюционный путь. Мы должны пройти это все, прыгать со ступеньки на ступеньку мы не можем себе позволить. То есть вы считаете, что сегодня проводить реформу системы власти не нужно, да? Нужно строить жесткую вертикаль, да? Нет, Изида, я разве так сказал? Ну так я поняла. Нет? Мы не можем сегодня делать резких прыжков. Давайте мы сначала Сколько отладим, лет это отладим то, будет? что у нас есть. Сколько лет сегодня? Вы думаете, что у нас плохая модель? Я думаю, что да. А вы представляете, если мы сейчас сегодня сделаем парламентскую республику, что у нас будет? Речь, по-моему, сегодня не идет о парламентской, Ну, идет или о завтра. президентско-парламентской. И вообще речь идет больше о перераспределении полномочий, чем о... как вы доверите... Почему не идет? Речь идет открыто. Один из кандидатов совершенно четко говорит, что он выступает за парламентско-президентскую республику. Хорошо, если вы... Как вам видится это? И каковы должны Изида быть меня полномочия? перебила, да, я пытался как-то более подробно этот не вопрос хотела. рассказать, но раз у нас не получается дать возможности выслушать и подробно рассказать, это такой вопрос, это не блинчики я делать, понимаю, да, что- здесь, к сожалению, вопрос, который требует более детального разговора, вопрос очень важный. Скажу открыто, сегодня однозначно нет, потому То есть что это никакие. это опасно. Да. Это опасно. Вопрос у нас стоит в другой плоскости. Мы должны хотя бы разделение властей обеспечить, чтобы у нас судебная власть была независимой, чтобы контрольная палата была независимой, реально независимой. Давайте не бояться общества, не бояться. Нам нужен президент, который не боится. Не боится просто хотя бы своим министрам дать свободно работать. А у нас получается... Нет, ну Даже как- канализационную трубу нужно решать вопрос на уровне президента. Давайте мы сначала спустим полномочия сверху вниз на места, увеличим уровень самостоятельности Тогда у меня органов вопрос. местного Тогда у самоуправления. меня вопрос к органам местного самоуправления. Вы считаете, что глав администрации городов и районов надо назначать, или это должны быть все-таки выборные должности? Вы знаете, у меня есть, наверное, романтическое представление. Давайте, Я понимаю, что его очень сложно сегодня в реальности воплотить. То есть вы его не Есть собираетесь? идеал избираемые мэры, есть идеал избираемые судьи районные, есть идеал избираемые начальники милиции. Так. Сегодня мы себе, к сожалению, не можем позволить. Но я Мэров уверен, тоже мы мы должны к этому стремиться. Мы должны стремиться. Первое, что мы можем себе позволить, это хотя бы кандидатуру мэра пусть предлагает сам народ, сами жители. А не назначается непонятный человек, как посланник сверху.
будем Подождите, идти... мы о выборах мэра говорим или о назначении О все-таки мэра? безбираемых мэров. То есть вы считаете, что выборы... Не боятся, если народ выберет себе мэра города, достойного человека. Потому что он будет ответственен перед своим народом, будет нести подотчетен перед своими избирателями. А так получается, что мэр города назначенный... Хорошо, да, не укладывайся в формат. Я бы потом беседовал. Детально. Ну вот Хорошо, просто Алхаз так договорились. очень... А у вас была дискуссия очень интересная, кстати. Ну, вынуждена. Я понимаю, Алхаз да. пусть просит, потому что все время поднимает руку и никак не могу предоставить ему слово. И... سر نصب سیستمان عام تک زحمت بلخشرة منیستر جم يراب برسيبا نباتسقا أغزارا إسحارتيس تخو برا سر وحنسحن لكم بنبزيد شكني سبارتن عرض شرزقز زيجي بشنوي ملاتي لخ متاقون دبسوم دورسوم ديرمانوم Яра информация не знах гозома урысфилы ухозара докладно сажух хазчу на ахцозома зиги хуцхуц илканы убарт зиги тершаны дразан маширк қалама дача қалама яра солдат хаб маширк дакшема убре гана хала аяшара иснаги айрпшван убрезин кырги ажларги ик гохой тапхиги гис зарах сесер стахуб убре намадана يخاز زجر قويت خد دربن كانديدات زالك جد زدقلو يرى عجلر رجن عبري آخرك رامش تخي عجلر ريد كلرا أحد كار أرجلرا أوس نبا أركرا وبريجان خالي في مو بشش خيار خون مراب بريسيبا عجلر ريد كلرا أزحن يربن شجكو يربن ميكوي قصتوح شبيانكو Русская дива зар, табоп слуха зажуква, ажла редкла разон, хая хахалак. Ара вах вадзом, ава харгуб згзом, и лахзом. Избазар хай вах нуqadzom, и шо хаджзам. Хаджо бешохтоебш, вар абсентули конхозим. Да гарвама, да псома, да урусом, дерманома, ара шохтоебш хайзнуq. Я хей нарну ала гароб. Я ха ажла решена мана яхва нинога, ава ажла рузедклаз. ويسيس عود أنا يلهز أجي هدي عيسى حراز عيب زيودر زعيم مريو بس يتشايد بديك وروح بشي بزنا يقاب زبري بسنتول يخنا غازك در ربغيب وزري رخصة شقواسد ويا أوصوت ورا بسنتولا عاي بيشتري كوي خانزي يا أزخ تسكو دروازة ياش زعما أريو دروزرا رون خوزرا أرار باقرو دروزرا يرفزو فوزرا ونقوزرا أقوليا صورا بسرا تخرا قدرة أو تزرب أشوط تاتا زرب أنا أوصلت بني خوا أنا يوحزي أو تصوت هو يباشر بساتش زدق السؤال زوز زعلاقي خابس نقول يايوا شو سما زرادن خطي يدروي не ويزدرو سوي زبا سيس خوتس بيتو شو أبريز خوا بريزك أصوت راز أي هات راز سيد يوريبا يراز نقال بشراو زوم إزبا إزا وي أبريش حززار زيت يلحز يجي أحصوت هرا خمبدا أخا президент تنخبله دال خب بريزا أويه أبري المينستر تفرجور قرنا يشوفته بشوس ديرولس ويدروت ساسوس ساتسما بانك سخطب لبشما وياده جي ورت تصارم بزيجي أتصارو ترى برجرو جوزارو وروح خي قرنا شو أنا وس أتصار ويجي يوسف زارت يا شرحات بيزيد هات يجي إزبازر أجروخ خطنا سسد يجي هشبا سرا أبري باج كنت زاوس خبري أتصاريمو يشامي أتصاربزي زينيمو بخيمو يحد يخزرب أجيب تيزغو يحجيب زيزرو أبارت أوس الروب سرا يسول شالا غانا خالا أوس زورو أرتي ديسكلارو روسورو سخلاب شلارو مامزا سرساستي يتصوا يتفزق وانا بتيجا بينسر وفو حاري كاحا كويسشو غانا ربزر تامشو ويزوتوخو أباس يازرو باجكوز ألوت أبسخرق ألوت شيش هاتساري بوغيبشا президент Латоса Сепшвала Гравайлар аз випситанца загил лабала дукурса лабала ви храбат ви амта яр алот исхса Вайлар редклари тахуб ишпеду коло ровазам все вас хочага нет уже сизмдро ну саазам запсынтула джерасан саклсан усагзам шаша зам хасейхар сара са лозустада хасяз заравы
Авальгуру, дырвазароб, абрейр хргазу хугазароб. Ари ошлавар, вышел сорочхабага, вышел центрабы, окошваги, окош аре нухваги, на угарахва, дизбази, окош хырхам зами. Убрёбсезас, сарая хеистахо, авальглари дизгула. Сара аррасоб, яшами, и випшук сетрет аррасочный. Садыстахоп аррахагулыха. Главком вооруженных сил должен тот человек, который прошел этот путь в данное время. Ну, конечно, будет время, когда будут другие президенты, но пока еще люди черные не сняли, дорогие мои. И под флагом, под гербом должен сидеть тот человек, который видел смерть, прошел тяжелое время, находился с народом, смотрел в глаза матерей погибших, видел, где падал этот вертолет, который он должен был посмотреть хотя бы собрать там косточки или там туфельки, которые после этого прошло. Знаете что? Меня удивляет другой вопрос. Вы понимаете, вот он хороший парень, не запачкан. Да, я запачкан. Да, у меня руки в крови. Дальше что? Должен быть чистенький, да, этот, во всех направлениях, во всех этих. Такой президент нам нужен, я еще раз говорю. Примером для меня является президент Российской Федерации. Я же говорил, Владимир Владимирович Путин. Я тот раз сказал, мужик с большими достоинствами, так каждый подумал по-другому. Да? Еще мужское должно быть что-то. Вот такой нужен мужик, как вот Путин и другие президенты. А там, знаете, это как это, я там это, другое так не пойдет. Нам нужен президент, который сегодня прошел и видел эту жизнь, то, что мы прошли. Я просто, как министр обороны, не представляю главкома, который не прошел этот путь. Вы понимаете, сегодня в МВД служат, в СГБ служат, Минобороны служат, спецподразделения служат те ребята, которые теряли друзей, близких и прошли такой путь. Или родители погибли, или братья. Я брата получил без сердца. Я видел это, что такое. Я, да, по возможности, памятники и другие. Мы то, что смогли со стороны Министерства обороны, генерал Цвижба возглавляет комиссию по наградам и по инвалидам. И мы сколько слышим от этих инвалидов, от этих погибших матерей, и это мы только одни знаем. Вы знаете, этот человек должен пройти и знать. Если он не будет знать, он не будет, знаете, вот заниматься этим. А разовые эти гуманитарные помощи, это, вы поймите меня, это быстро кончится, а завтра народ может не понять. Завтра еще более заходит. А обещав, что за один день мы реформу правительства сделаем, реформу власти, там всех поменяем, всех то, мы придем к этому. В любом случае будет и премьерское, и парламентское разделение, но ослабление полномочий чьих-то, ну, каких-то руководителей, это уже слабость, понимаете, она будет разыграна, я считаю, по-другому. Ну, к этому надо прийти, но сперва надо навести порядок, то, что у нас сейчас есть. А то, что меры городов или места самоуправления, то, что избираться, это никто в этом не сомневается. Потому что я имею такие вот, знаете, я знаю таких, например, мэр города Чемчирова, так будем говорить, глава администрации Чемчирского района, проживает в Сухум, находится, то есть работает главой администрации. Как это понятно? Пока он приедет, уже 12 часов. 3 часа он уезжает, ночью его там не бывает. Он же должен с народом там находиться. Случится что, он же глава администрации, правильно? Я, если как министр обороны, когда праздничные дни и другие дни, как бы находясь, ты прекрасно знаешь, и каждый год, День Победы, я езжу вот туда в Гале с ребятами, здесь провожу и парады, и какие-то мероприятия. Если я с ребятами там, да, кстати, некоторые недооценили меня в этом направлении, оценили другое, но я считаю это моей обязанностью. Пока живой, я буду ездить. Буду я министром по остальным гражданам, потому что я был командующим фронтом. У меня столько ребят там из этого погибло, ты прекрасно знаешь. Столько лет. Я обязан День Победы вот там вот на границе отмечать. Хотя некоторые, знаю, посчитали, нужен такой, который как бы по-другому. Я так себя вести не собираюсь. Каждый должен на своем месте работать, служить своей родине. Но я солдат своей родины. Я еще раз говорю, я буду служить до конца своей родины. Кто бы ни приходил на эту должность, я знаю родину. И под флагом, под гербом должен находиться заслуженный человек. Понятно, Мира Васильевич. Задайте вопрос.
Мераб Борисович, давая интервью нашей газете, вы сказали, что начнете свою политическую деятельность с объединения общества. В обществе произошел раскол. Вот как вы считаете, вот с чего ваши первые шаги? Вы сможете объединить это общество или вот как вы сможете это все сделать? Знаете, общество такой же народ, как я, вы, это все, мы общество, да, вот сегодня. Но я еще раз говорю, чтобы объединить народ, кто бы ни пришел, он должен честным путем прийти в президентское кресло, правильно? Какой разговор может быть объединение народа, если ты деньгами пришел? Ты подкупил некоторых, пришел на эту власть, и ты как можешь объединить? В любом случае будет недовольство со стороны других, правильно? Когда ты честно выигрываешь, и совесть даже не позволит, тебе как бы не это, ну, чтобы я там как бы не... Но в любом случае, мы должны делать, я должен делать, другой, чтобы не... Я не говорю, я пройду, я там где-то что-то, что-то. Знаете что, если я пройду, я начну, вот вы говорите о премьерстве, там, о других. Я назвал только вице-президент. Остальные должности, мы пока никого и не называем. Есть достойные ребята. Все кандидаты, президенты должны быть, во-первых, привлечены, правильно? И его люди, будем так говорить, каждого есть, его сторонники, его избиратели, которые, когда они все будут на должностях, его люди уже будут как бы знать, что так, и он может как бы помочь, здесь не будет раскола общества. Если то есть вы принцип коалиционного правительства, так, о принципе коалиционного правительства говорите. А что тут, бояться ничего не надо бояться. Там есть везде прекрасные, и у Бжани есть прекрасные ребята, и у Хаджим есть очень прекрасные ребята, и у Леони Дзяпшипа есть очень прекрасные. И Беси Гешба, который баллотировался, у него прекрасные ребята, очень, везде очень грамотные. Они-то должны быть устроены. Должно быть. Вот тогда общество объединится. И если мы так будем делать, мои сторонники, и только мы будем здесь, тогда ничего у нас не получится. Я так считаю. Все они должны быть трудоустроены и привлечены. И никаких унижений должно быть. Я считаю, грязью обливать, когда говорят, вот грязью там облили кого-то. Слушайте сюда. Если я правду говорю про тебя, это что, считается грязью? Как это понять? Я считаю, если я говорю, что ты вот такой, ты принимай, какой ты есть. Если я в чем-то не прав, ты докажи, что нет. Факт то, что я грязью никого не обливаю. И много разговоров, Ваня, да, то, что идет, я слышу, Мераб Ишмария просто набирает голоса для того, чтобы потом объединиться с кем-то. Я еще раз говорю, я устал уже повторять это. Ни с кем я не собираюсь объединяться. Я еще раз, я как Мераб Ишмария, как офицер, который закончил еще в советское время военное училище, как принимал отдел, я это слово генерала, офицера говорю, что я уже говорил своим, я иду до конца, ни с кем я объединяться не собираюсь. Когда это выборы закончатся, где что там, чего, как, это у каждого избирателя свое дело. Но команду давать туда идти с кем-то, где я не собираюсь. Мы идем до конца. И мы не выбираем белых, красных, черных, все для нас все равны, кто бы ни был. Мераб Борисович, вы несколько сказали, секундочку, коротко, слово «правду» сказать, «правду», как будто. А как вы относитесь к свободе слова? Вы человек волевой, военный, есть, может быть, какие-то страхи? Как вы относитесь к свободе слова, к независимым СМИ? Скажите, пожалуйста. Нет, понимаете, СМИ бояться не надо. Вот некоторые боятся. Вот СМИ, я, честно говоря, и когда был министром обороны, кто бы не это, что бывало, чтобы кого-то нет, я всегда открытый был, и это. Не надо бояться СМИ. СМИ где-то скажут правду, где-то неправда может получиться, но надо все реально принять и какие-то меры, знаете, если они будут правду писать и где-то что, ну, как Саид говорит, со стороны виднее, честно говоря. Если человек мне говорит мои недостатки, я должен стремиться к его исправлению своих недостатков. Если я буду упорно говорить, это все не так, знаете, я считаю, так что СМИ, они должны свободно и где-то, ну, я говорю, говорит правду от человека, а не обливает грязью. Грязью обливают, когда то, что нету. Но я что-то не замечаю, что, знаете, бывают моменты где-то что-то, но опять же, это не надо там, знаете, группировки собирать и нападать на корреспондентов, на журналистов, мстить где-то что-то. Надо просто чисто доказать что-то. И этот журналист или корреспондент, в любом случае, он напишет правду. Вы понимаете, да, вот там это, я так считаю. Что, в случае вашего избрания мы можем надеяться на вашу поддержку журналистского сообщества. А нет, а что нападать? Более конкретный вопрос. Говоря о том, каким должен быть президент, вы подчеркнули важный военный опыт.
И то, как вы говорили на абхазском, понятно, самый большой опыт, безусловно, у вас, хотя баллотируются 4 кандидата, 4 генерала. Второй момент, на который вы обратили Давайте мы так будем насчет генерала говорить. Знаете, что, хотите, я вам скажу, я прерву вас на секунду. Станислав Лакоба уважаемый человек. Станислав Засимович, это заслуги его, это неоспоримо перед народом Абхазии, он не в огне, нигде, что этот человек очень... Он когда заявлял, что там, знаете, в бой идут одни генералы, да, он, понятно, там. А какие генералы? Вот я вам говорю, есть паркетные генералы, есть боевые. Знаете, есть генералы, которые непонятно. Слушайте, о чем вы говорите? Не надо меня сравнивать с некоторыми генералами. Есть хачапурные тоже, да. Хочу конкретный вопрос задать. Вот я абсолютно, никто из нас не оспаривает, что вы настоящий боевой генерал. Следующий момент, на который вы обратили внимание, что вы готовы взять в команду умных, толковых людей, вот по образу и подобию молодого кандидата в вице-президенты. Так вот, у меня конкретный вопрос. В вашей программе очень много внимания уделено социальному блоку. И вот мне бы хотелось более конкретно услышать. Может быть, ваш кандидат в вице-президенты ответит на этот вопрос о том. Там речь идет о повышении социальных пособий, пенсий, заработной платы, о существенном изменении отношения к госслужащим, достойной оплаты их труда. Вот у меня вопрос, и я думаю, этот вопрос интересует, наверное, большинство телезрителей. Каковы конкретные механизмы решения этой очень важной для нашего общества социальной задачи? Она лучше пускай он скажет, конечно, потому что он специалист этого дела. Смотрите, вообще известно, что прожиточный минимум посчитан в районе 5,5 тысяч рублей. Да, та сумма, на которую, ну, там можно купить кусок хозяйственного мыла, хлеб, вода, то есть какой-то вот необходимый набор, теоретически, которого хватит на выживание. То есть это дно, нижняя планка. У нас пенсия граждан Абхазии 500 рублей. Получается, сами себя обманываем. Да, хорошо, когда есть родственники, друзья. Но у нас очень много пенсионеров, которые не имеют такой поддержки. И что получается, мы должны смотреть, как люди от голода будут умирать. Давайте будем реалистами. Давайте правду вносите здесь, в эту работу. Давайте лучше где-то какого-нибудь чиновника лишим его служебного автомобиля, может, не только его, но еще и других, но позволим себе платить хотя бы минимальную пенсию пенсионерам, чтобы не было стыдно перед самим собой, чтобы мы не обманывали людей. То же самое касается и зарплаты других бюджетников, ну, учителей прежде всего. Зарплата учителя там от 5, по-моему, до 7 тысяч рублей. Мы требуем то, что у нас были образованные, воспитанные дети, мы этого хотим. Недавно даже было принято постановление об отмене школьных сборов. Да, общеизвестно, когда там по 1000, по 2. Да, в Сухуми только. Да, ну вот убрали мы эти школьные сборы, да, сделали справедливую систему. А зарплату добавили учителям. То есть человек за 5000 рублей должен отдавать себя труд учителя. Это очень... Добавили ну, не больше 10. Вот то есть, в 2012, по-моему, добавляли. Конкретный механизм. Пересмотреть ряд бюджетных статей, обеспечить наполнение бюджета. У нас есть такая возможность, у нас теневая экономика. У нас более половины, как минимум, по самому скромному подсчету, денег не попадает в бюджет, которые должны попадать. Мы должны обеспечить порядок в сборе налогов, обеспечить бюджетные статьи, которые позволят платить нормальную, достойную, приемлемую, хотя бы на первых порах, приемлемую зарплату для бюджетников. То же самое касается работников здравоохранения. Та же проблема. Елена, вы хотели задать вопрос? У меня один вопрос Мирабу Борисовичу. Вы говорили о том, что президент не должен уподобляться царю. Вот лично вы, что бы предприняли для того, чтобы это не произошло? И к Саиду Юрьевичу вопрос. Вы говорили о том, что хотя бы на первом этапе нам необходимо обеспечить разделение властей. Как это сделать? Пожалуйста. Ну, знаете, что вот я почему говорю царем? Я был и первым замом, и военком Абхазии, ну, много должностей командующих. Я всегда находился с бойцами, с народом. Я никогда не одевал бронежилет от кого-то, и находился, и пил, и кушал, находился с народом. И, знаете, я икрой не занимался, и колбасами где-то в России не занимался. Я находился с первого дня войны здесь. До этого тоже я находился в других горячих точках.
Вы, как знаете, прекрасно знаете, где я находился, где что. Некоторые знают, что я 2 войны прошел, но я прошел не 2, а более. Когда ты будешь с солдатами, как офицер, находиться и вести их в бой, как полагается, с ними рядом, они с уважением тебе будут. Ради чего в жизни человек живет и главенствует или руководит, чтобы сохранить свой, ну, будем говорить, свой народ, свой экипаж, свой взвод, свой это как бы. Я приучен к этому. И находясь я на должности министра обороны, я никогда нос не вешал и как бы себя. Я могу и с бойцом посидеть, и могу и с офицерами младшими и другими. Надо находиться с теми, с которыми ты действительно живешь и радуешься. То же самое касается и президента. Президент должен находиться с народом. Не со своими сторонниками, а со своим народом. Кто бы ни был, за какую партию бы он не болел, какой бы он журналист не был. СМИ, это действительно должно быть свобода. Когда свобода журналисты получили, у них меньше вопросов возникнут. Потому что те вопросы, которые у вас возникают, это те вопросы вы берете от народа, от кого-то, где-то вы изучаете. Они, когда действительно положительно будут решены, у вас будет уже, знаете, не столько вопроса, а как бы оказать помощь, ну, любому. Так я считаю правильно, когда внимание. Надо человеку с уважением. Не надо себя высокомерно в любом случае вести. Надо с тем народом сказать, голодный ты будь голодный, холодный ты будь. В трудные моменты находись с ним. Не со сторонниками, а со своим народом. И никакую партию, я считаю, президент не должен, как бы, знаете, вот, симпатии иметь вот какой-то партии, в случае чего типа этого. Понимаете, другие поймут, что ну, у них как бы возникли вопросы, ну, как бы мы посторонние, понимаете. А надо, чтобы народ говорил, наш президент. Есть пример, вот, пример, я еще раз говорю, Путин, Лукашенко и другие. Есть люди, которые говорят, наш батя, наш это, наш то. Вот так надо, чтобы народ, мнение народа всегда узнается от журналистов, от своих других. И когда это будет, если, конечно, если это не получится, знаешь, себя мучать, и народ может лучше уйти спокойно и как бы уступить другому. Но это тоже должно красиво делать. А то у нас получается, каждые 2-3 года выборы будут, и только президент, как бы это, уже вошло это. Если что там это, так не должно быть. Я за это говорю. Не надо приходить подкупными путями, подставными документами, надо прийти честно и чисто. Честно и чисто. Честные выборы должны быть. Придешь ты, ну придешь и дальше что? Я буду знать, что ты нечестно пришел. Другой, ну мы же не будем относиться честно. И чисто не будем жить. А знаете, хамелеоном быть и так, лишь бы это так не бывает. Человек проживает один раз и жить хочет. Мы все делаем для молодежи, для своих детей. Я лично делаю для своих детей. Я хочу, чтобы и другие дети тоже имели бы такую возможность на будущее, что знали, что можно здесь честно учиться, работать и где бы и добиться каких-то успехов, а не денежными такими. Типа у кого есть боли. Еще эти деньги. Я еще раз говорю, знаете что? Я вижу и слышу. И имею факты. Не будем мне об этом говорить. Если не остановят это дело, часто есть соответствующие органы и службы, которые должны следить. Они прекрасно знают, кто чем занимается, кто деньги дает, что-то. И не я должен делать. Есть службы, которые видят это все. Если это дело не остановят, плохо кончится, я вам еще раз. Никаких объединений, никаких этих президентских этих. Вот. Потому что люди, опять же, будут ставить этот же вопрос. Правильно, извините? Вот такой же вопрос будут ставить. Кто пришел честно, кто по-мужски себя повел, честно свою автобиографию рассказал, кто он был, кем был, не обязательно там придумывать и кого-то. Я, например, не собираюсь оправдывать. Я свою автобиографию Ну, мы знаем вашу знаю. биографию. Когда да. читать начинаю, прошло 15 минут, читали мою автобиографию, мне осталось там 3 вопроса. Что это? А другой там это был, родился, родители были такими, то и это было, и все там, и пошли вопросы умные, красивые. Вера Ну и Борисовна, у вас второй вопрос был у Елены, Да. я все-таки отвечу. Саида Юрьевича. Вот многие транснациональные корпорации, когда заключают контракты, прописывают вместо судебных тяжб суд города Лондона. Знаете почему? Потому что английский суд считается одним из самых независимых и непредвзятых судов. Мы думали советские. Самый гуманный. Судебная система есть гарант выживания государства. Это ось, краеугольный камень в основе государства. Суд – это первый государственный институт. Когда первобытное общество образовывалась формация, именно орган, несущий в себе судебные функции, был первым
институтом, который регулировал общественные отношения. Именно То есть суд. вы за независимый суд в классическом его В классическом понимании. исполнении. Это наше главное условие выживания. Многие на это не обращают внимания. Мы можем создать ряды честных чиновников, профессионалов, но именно суд гарантия того, что система не сломается. Мы должны в этом направлении думать и развиваться, это важное условие. Меня предупреждают, что наше время подходит уже к концу, Маленький время вопрос прошло. можно? Да, если возможно, Да, короткий ответ, да. Народ очень волнует раскол Абхазской церкви. Меня просили задать вам этот вопрос. За Ваша 2 позиция. минуты это мы сейчас Вот не я ответим. вам, кратко я вам скажу. Кратко. Слушайте Вот с чего сюда. вы начнете? Я, честно говоря, я слышу это и вижу, и знаю. Да. Я знаю отца Виссарионовича, человек, который во время войны это все выдержал, и сегодня его коллектив, который занимается, держится, правильно? Ну, и, конечно, президент и государство не должны вмешиваться в эти дела, но мы должны сохранить и благодарны быть тому человеку, который до сегодняшнего дня. А какие-то появления других лиц, непонятно, только здесь. Россия, которая поддерживала в этом направлении отца Виссарионовича и других его, я считаю, это правда. Но надо объединить это. Много вопросов не то, что в церкви, в интеллигенции, в других, у журналистов, Театр. и других, у народа, у театра. Надо объединить. Орган Объединить. добавился. Объединить надо все, и у нас все получится. У нас все будет хорошо. Мы должны друг другу в душу, в лицо смотреть и правду говорить. Вот тогда будет обнимать друг друга не за то, что у меня карманы большие, или где-то я нахожусь, и что-то имею, а за то, что я такой есть. Вот таким мы должны быть. И мы друг друга всегда поймем. Может быть, мы напрасно боимся вот этого разделения, то, что там население разделилось по политическим взглядам и так далее. Может, это и есть путь становления? Ну, Может одно быть, через дело это надо взгляды. пройти? Я не говорю о взглядах, у каждого есть свой взгляд. Я имею в виду разделение общества в другом направлении. Взгляд, да, у меня может быть такой. Я люблю, например, такую, а он любит такую. Ну, у каждого свой. Но есть взгляды, которые общенародные. Взгляд у нас должен быть один для объединения народа и сохранения. У нас, кроме абхазцев, здесь живут русские, миграции, кстати, обиженные, которые отняли паспорта, непонятно, кем они являются. Это вопрос никак не решится. Кто-то по политическим и другим. Столько вопросов, знаете, каждый на свою угоду все разделил. Надо их объединить, прийти к общему. Все вопросы мы должны быть. Но опять же, мы, знаете что? Давайте будем думать о народе, об обществе, о молодежи, о будущем. Не о своем это. Я от того, что, я еще раз говорю, я за того, чтобы человек выиграл честно, добросовестно. Я ему, но если не честно, не добросовестно, я не могу, потому что завтра будет другой вопрос стоять. И мы будем в этом виноваты быть. Давайте мы честно проведем все это. Вот весь вопрос. Что конкретно нас может объединить вот при таком разнообразии мнений, подходов, разделений? У меня мнения разные. Я знаю общество, что говорит и что слышит. Я ни за кого не стою. Я ни за одного кандидата, где что там. Говорят, Хаджим идет, Бжане пойдет. Чуть ли не Бжане мой вопрос решит, я бегом побегу. Знаете, что у меня награда есть орден Красной Звезды, который получил в Афганистане. И это дороже мне всего. Понятно. А где что есть, то, во-первых, не Абхазия мне представили, а представили российские афганцы, которые сегодня вопрос решаются. И знаете это, пойдешь со мной, получишь что? Торговаться он будет в другом месте, где он учился по этому торговле. Хаджимбе тоже я не собираю, я иду такая. Я их сильно уважаю боевых друзей, которые рядом с ним. Мы найдем общий язык. В конце концов мы изберем достойного президента, который вокруг сплотит. Твой, мой не будет говорить, мой сторонник, мой народ будет говорить вот это вот человека. И все тяготы, лишения, которые, чтобы он с нами, надо находиться со всеми, не выбирать белый, красный, там это. Все будет нормально. Знаете, народ тоже уже надоедает, это, знаешь, подкуп и другие где-то что-то. Все хотят объединить. Вопрос в обществе что стоит? Как бы нам объединиться и прийти к общему? Они просят уже не то, что, ну я же вижу состояние людей. Но есть люди, которые хотят нажиться на это. Выборы к выбору, нажиться и, знаете, вот там это чешется, голова чешется, карманы чешется, ждет, когда это. И этих людей мы не должны смотреть, их тоже надо лечить. Я бы хотел добавить немножко, так, добавить красок. Французский писатель Экзюпери сказал, быть женатым это не смотреть друг на друга, а смотреть в одну сторону. Вот нам тоже сегодня нужно смотреть в одну сторону. Не оставаться во вчерашнем дне, и даже не в сегодняшнем, а смотреть в завтрашний. Люди, кто хотят жить полноценной жизнью, должны смотреть вперед. Не нужно склок, не нужно разделов. Это ничего хорошему не приведет. Мы должны строить наше
государства, делать его процветающим, делать так, чтобы бурлила жизнь, рождались дети, и наши все проблемы оставались во вчерашнем дне. Давайте жить завтрашним. Вы вспомнили француза, а я вдруг вспомнила Бисмарка, который сказал, что стоит только посадить Германию в седло, а уж поскакать она сумеет. Может быть, нам нужно вот такое вот седло, и может быть, мы сумеем избрать президента, который найдет для нашего народа это седло, и мы пойдем быстро набирать обороты седло по пути кого посадить развития. Ну вот я же говорю, мы же надеемся. Германия и не немцы, поэтому седло для... Ну, не пожизненно. Это, Аня, чтобы платным не было это седло, чтобы это заплатил, сел, такого, чтобы не было. Все будет нормально. Мы очень хотим, Чтоб очень надеемся, что это посадил будут честные выборы, и в результате честных выборов мы будем иметь президента, который сумеет вывести, может быть, страну из нынешнего кризиса. А, честно говоря, мне показывает, что у нас еще есть 10 минут времени. Ой, простите меня, пожалуйста, у нас есть 10 минут, мы можем не завершать. Так, Давайте. Чувствую, вам всем здесь нравится. Абсент Хинткар университета ректор Леко Алексей Погорамия из Накамкони Хахит Милат Хара Апсу Ахту Хозер Милат Пиден Ацарадыр Ацатубха Яшу Пазара Парачопаха Набра Мираб Борисипа и программа Гихабхи Яхтруит Ацаразмо Ачар Иткулан Абаса Хинткар Чираджи Игасцотхи Ихо Аконпи Зарас Ерстахуб Мираб Борисипа и Хепсенпи Хинткар университета Тагылаза Аща Атахала Шожузер وعنزجي يقن проблема كوي رخطو проблема كوا هندكار وعنزبي أي حبرك يتخرع ونزلرول شو زلا شرا يربن ميكويش بو أتخرع على أتر زنسكي يشول شوم أبسنتو هندكار университет يالجو يزقصو أجار أوسرة بخيالرة Я зараб зёбил, зузава агбе хндкар хабы дудроид Владислав Григорьевич Саташко Кохат, аджаба дузибет Ахаца, Ахевеаз, Илшизи Айзет и Пстазад. Айбете, Ауихе, Уибзе, Уш, Бресисхеда Бриза ситуация Алазги, Раданас. Дулбаван, Аваль, Дарыла, Глад, Сады, Фон, Ижон, и Бертуан, Ураха, Наимпо. Я ще замюсь. Ах, папе, Аймсазет, Усходзом, Ауе, и Джаба, Патуах, Кусар, Пиайц. Харатахуми, Ратшо, Пиайц. Аха, Ива Кулакус Хапатюк, Яхалам Шидабряпха, Гара, Шакала Хмепаху. Яхон Хара Бридайрат Пилер Бгот, Яйца Зарчок, Рада вы Джаба Ибас, Айцезету Хару и Агнаху, Рабха, ради достижения своей цели, все средства Усум Харо, и Уибас Аха. Из Хаз Ялзубота, позиция Харцеги, позиция Акзубрис Харо, Вайлер, Патюк, и зым ходского премьер-министра Яша Замка. А президент Анзи мне ракону бревус ёба министр, что бревус я хлопшил, ёба служба, спецслужба, я бре я налогос, я анклад, махам. Ари изита тхарту мухар, Елена тхарту мухар, Манана тхарту мухар, Юха Арса Вайлух, Валага, и но мыштераз Сайвасот, Айзер Джинармиш Зидарт, Алас Баквареб Шабах, это Яша Зами, Сатам Азус Алас Бак. Артер Гуяла не Адзамзиора, Усам Зароба, Вайлух, Юналатур, Юаззат, Азар, Арзар, Гуялорха. Аха, Патюк и Рецарха не наш замки, Нармиш, Усам Заром. Вот чему приводится. Вы Рачобы Зар, вы Зутохой. Ачар, Яхя Харех Хот, Ачар Биаво, Ачар Харех Бота, Бре Икто, Хех Бадзома, Царазмо, Урстулио. Ачку дами, да, Замрамхози, Сисхет Гудавата Арас, Шупшахот. Тахзым Шайди Царходи, говорят, что Папза. Абрепшес, да, ну, Иго, Акоба, Чакоба, Уря Шарве. Сарачас Дикисхот, Ачар Сасаста, Хазмо, Мана Пехе Ус Зоза, Герахяс, вы Ус Юрос. А кандидат, что Зиги Ричоб, Ачку Шах, Герах Ус Ус. Йоб, министр обороны, Авзаша Доб, Йоб, Чаджу Доб, Ачароб, Ахазмо, Най Нархио, Ачку Шах, Хрма Замиру, Тайнара, Уркта Сром, Агирта Ачаракоба, Урди Урктам Сром, Яхаглоков. Анза Джабас, Бос Гидобар, Явец Бачку, Уди Урктам Сром, Агива убрти иду колоро. Харя хама по спортсмену бзеку. Харя хама хазгида за бачара. Цергушда за меня хара хачку.
Доп. А германачкон, карадисдами, гидами, аурус, доп, гидой, лухамцаг, абартер гургара, яйра, хазан, гургара, ниазароп, авайгара, чари, дурбара, вачари, обриза хрома, базгап шарома, и куш зархамя пгаша, ги, хазить хаму. Хаз сейчас вот, я бабрия, биавакой, калапалак, артачар, яша диногар, суа лопха, нагана, далорга, илзузон, амцану, бри. Сача знаки сход. Среди сума байшли, министр обороны СО, подплахче мис. А друг сача тракторист, илм шадзозе, чаджер дизгар. А где сберкас их счет, а там как-то армянский экипаж яз. Сберкас их счет, герой Абхаз. А где чаджа? Зато самосвал разыяк-то за царазмам, духто Бахама, уизмачивает, тифертивает. Даже дехи усам зароба, рус. А вы царима зароб, ахима зароб, а бартачар, абхай, галатуп, а чар я нерба, у джаба, у цара потоксона, абха, ахцо, а чар роб хахасу. Сзугугва брепшо ачар, сзугугва на иррационио бачара, тыпква рытана, а куша е, ну, когда получат опыт, их надо поднимать. В любом случае. Аррег, вот то, что вы говорите, в армии там сокращение. Слушайте сюда, сокращение у нас не идет. У нас идет по пенсионным и другим вопросам, увольняем людей. А тех кадровых офицеров, я еще раз говорю, я называю хачапурни не тех боевых полковников и генералов. Есть хачапурни, которые откуда взялись непонятно, от лейтенанта генералом резко становятся. Есть такие тоже. Есть другие генералы, которые непонятно где находились. А есть люди, которые с первого дня до последнего по ступеням поднимаются. Есть справедливость, правильно? Если я, например, от солдата до генерала армии ни одну должность, ни одно звание не пропустил, мне же обидно, когда другим путем скажут, а что я тут столько мучился, да что. Ну, понятно, людям. То же самое молодежь. Не, ну молодежь тоже, понимаете, за то, что папа где-то что-то он поднялся, а за то, что бедолага там плохо одет или что-то не имеет, зато ум имеет, его не так не должно быть, слушай. Мы что Аня тоже, что родилась соседка, чтобы они не были, я же помню, в грязи бегали, чтобы мы прошли. Я что, я сам с бедной... Да, я сам с бедной семьи. Я не скрываю, что я с бедной семьи. Нас было 11 детей. Мы с братьями, с сестрами вот свои обувь вот так в руках держали, 3 километра ходили в школу, чтобы нечего было покупать, слушайте. Я это прошел. Мы спали, а собаки внизу лаяли. Тоже прошли. На одной кровати по 3-4. Я знаю цену жизни. Я знаю, как справедливо ведут себя. Я, папа, министром не имел кого-то. Меня никто не толкал. Мне всегда приходилось своим трудом. Кстати, некоторые недооценили, но спасибо, они поймут когда-то. Можно вопрос умному молодому человеку, который вашей да, честно говоря, если ну, все вот вопросы... я и хочу, чтобы он ответил на этот вопрос. Сегодня очень много рассуждают о стратегическом партнерстве с Россией, активно обсуждается возможность подписания нового договора с Россией. Как вы относитесь к этому вопросу? Нужен ли нам новый договор? И если он нужен, то чем он должен принципиально отличаться от того, который был подписан в 2008 году? Вы знаете, честно говоря, имею общее представление, так же, как и вы, об этих соглашениях, которые были подписаны. Я думаю, надо их изучить сначала, что там прописано. Я в курсе это скажу, потому что я участвую в подписании, я извиняюсь, можно я скажу? Конечно. При подписании этих договоров, это в 2008 году, да. После Кадорских событий, независимости, вы понимаете прекрасно, что как было, что. Те договора тогда, вот тем требованиям, которые были, да, в то время. Но сегодня идет, видите, геополитическое, ну, вы прекрасно знаете, что творится в мире. Там, что Грузия там куда рвется и другие. Это. Вот Россия, это наш стратегический партнер, те люди, которые, тот президент, который действительно сегодня за Абхазию где-то что-то, где-то уступки делает в другом. Но, понимаете, когда он всегда заявляет, объявляет, что Абхазия там, мы признали Абхазию, Южную Осетию, и все. Это вопрос типа не стоит там, где бы что, кто бы ничего не просил. Просят же там многие там, вот откажитесь от Абхазии, какие-то что-то, что. Он идет на это, понимаете. Но мы должны уже, знаете, тогда были какие-то требования, которые соответствовали тому времени. А сегодня изменяется обстановка в мире, и вот в связи с этим надо изменить те же договора. И дополнения какие-то делать,
и приходить и по экономической, по безопасности, кстати, там стоит вот, по вооруженных сил, силовых структур. Надо менять договора, потому что те, которые... Но вот общее оборонное единое пространство безопасности, оно не приведет к ограничению политического суверенитета? Нет, послушай сюда, Мана, ты сейчас хочешь сказать, давайте будем раскрывать, что у нас ПВО такое сильное, которое у нас в Абхазии находится, и заводы такие, что ПВО может. Конечно, общее надо, я считаю, правильно. А что мы? Почему мы секреты какие-то делаем от Российской Федерации? Когда мне говорят, почему россияне где-то что-то, а что, не от россиян что-то получили или что-то если? Мы давайте будем реалистами быть. Давайте будем так, раз Россия нас доверила, нас поверили, давайте мы тоже будем благодарны в отношении этого и находиться тем требованиям, где же. Они требуют, там есть такие законы, которые не совсем, ну вот медицинское страхование. У нас закона о медицине нет, он прекрасно этот вопрос много раз поднимал. Не имея закона о медицине, мы можем с россиянами какие-то договора подписывать и что-то. Это все как бы получается на бумагах, правильно? Закон же должен быть. Страхование и другие вопросы, и по обороне, оборона там вопрос сложный, про оборону, МВД, там, знаете, есть, которые нельзя этого говорить. У нас нет, когда мне говорят, почему вот секреты, какие секреты, у нас что, ракеты выпускаются, или что-то, атомные какие-то. Опять же, россияне, знаете что, есть такие силы, средства, которые, находясь на российской, у нас договор подписан, нажал, решен вопрос. А теперь я же не буду рассказывать, что будет. Я вот хотел бы добавить, страны НАТО тоже находятся в общем оборонном пространстве, однако никто не потерял своего суверенитета. У нас только 1 минута, поэтому будем завершать передачу. Но уж меня коллеги просят, не хотела я на этом вопросе завершать передачу. Тем не менее, я уже воспользуюсь правом ведущей. Меня обвинили, что на каком-то из интервью я задала вопрос одному из вице-президентов по поводу языка, его незнания языка, кандидату вице-президента. А вот Саиду Юрьевичу я была благосклонна и не задала. Коротко, почему все-таки так случилось, что вы не знаете родного языка? Экономика Гана слушаться, потому что в русской школе учился и да, это не скрывая, это болевая точка, которую я просто руки не доходили. Я тоже не знал абхазский язык, как говорили, но сдал экзамен, я тоже научился где-то что-то. Вы, кстати, сказали, вы великолепно сдали. Это так говорят, что касается абхазского языка, у нас учебников не хватает и по другим предметам в наших школах. И то, что назрела необходимость использовать современные методики по изучению абхазского языка. Можно взять оксфордский учебник, кембриджский, какой угодно. Взять, просто переложить его на абхазский язык. За 3 месяца человек будет говорить. Не надо пугать нашей фонетикой. Китайская еще хуже. Однако я знаю людей, которые со мной учились, изучая китайский язык, и говорили на нем лучше, чем на русском. Проблемы в этом нет. Все понятно, я уже завершаю передачу, и мне кажется, что сегодня был первый выпуск в таком формате, и мне кажется, получилась у нас передача, были острые дискуссии, приятные на слух, но в то же время был откровенный разговор. Да, вам нельзя отказывать. Нам как-то, понимаете, получается, мы всегда первыми выступаем, под те, которые ошибки совершаем, или наши высказывания положительные берут себе и начинают наши высказывания. А то, что ошибки, они раз принимая во внимание, они как бы, нам как-то. Вы знаете, когда есть откровенный разговор, ошибки прощаются. Вы первыми и программу опубликовали в газете. Зато потом видимо, вы самые смелые. Завершаем передачу. Мы рады быть источником идей. Мы все надеемся избрать достойного президента, а как на самом деле будет, покажет время. Телехопшчам, отшпи эфир яла хупапсна ахадарахе, а кандидат Леонид Запшпи, ухатыпрах, а кандидат Борис Абитовый. Айчшваверами пигоц, коллега Отар Лакарба. Табу пехет 5 спасибо, коллеги, за интересные и важные вопросы. Абзераза.